Игра актеров Абхазского театра была неподражаемой. Композиции театральных декораций также были яркими и насыщенными и создавали образ того места и времени, к которому относится действие спектакля. Не менее важны были и костюмы, которые подчеркивали оригинальность и самобытность пьесы. По стилевому и цветовому оформлению они перекликались с театральными декорациями. Юмор и сатира почти на грани дозволенного, но это и придает спектаклю особый колорит. В зале гаснет свет, и публика погружается в сказочный, но в то же время реальный мир. Действие происходит в некоем выдуманном государстве. Юная принцесса Генриетта влюбляется в свинопаса Генриха. Ее отец не согласен с таким выбором и решает выдать дочь замуж за короля из соседней страны. Хрупкую и в то же время смелую принцессу играет актриса молодежного театра Лана Гергия. Для молодой актрисы это первая большая роль. И, конечно же, она исполняет ее с большим вдохновением. Эмоции просто непередаваемые. Это и волнение, когда ты за кулисами. Ну, это просто невозможно передать. Шаг на сцену, и все улетучивается просто. Сыграла ли я, смогла ли я, сказать не могу. Это не мне говорить, не мне судить об этом. Благодарна каждому за поддержку, за помощь, за веру. В пьесе очень много персонажей. Здесь и придворные дамы, услужливые фрейлины, подданные подхалимы, жандармы, солдаты и министры. И, конечно же, король, тиран, самодур, купающийся в роскоши и окруженный крайне лицемерной свитой. Хитрые ткачи придворные провернули потрясающую махинацию, не потратив ни копейки на изготовление королевского наряда. Выставили его посмешищем для всего народа. Роль короля сыграл актер молодежного театра Аслан Ангваб. Донести детскую сказку со взрослой моралью до зрителя было непросто, говорит актер. Илика он дорозги баралоны шизиқоз азахн ацохтун блиги хаус изми пазгазо изми пигазгиоёб абризге ахопши гонзы наганы илика артепш юнтна ахмар хашсахика qani водеёб дараза хампада. «Голый король» – это безудержный смех от начала до самого конца спектакля. Было много запоминающихся сцен, но настоящий фурор среди зрителей произвел актер молодежного театра Дауд Шамба, который играл роль гувернантки. Красивое платье, чулки, обувь на каблуке и безупречная актерская игра не оставили публику равнодушной. Такой заряд бодрости, веселья в наше время. Ребята наполнили нас положительными эмоциями, и мы теперь это веселье, эти положительные эмоции понесем в свою жизнь и будем, в свою очередь, тоже дарить положительные эмоции своим друзьям и родным. Спасибо большое. Очень понравился, просто шикарный король, вообще просто в шоке был. Великолепный такой мужик, интересный очень, с хорошими эмоциями. Понравилось, как все пели и танцевали. То есть очень музыкально все. Вот это вот хороший подбор музыки. Это мне понравилось. Получил огромное удовольствие от того, что пришел. Большое спасибо. Пьесу поставила молодой российский режиссер Наталья Николаева. Это не первый ее опыт работы с труппой Абхазского молодежного театра. Не так давно Наталье Николаевой был поставлен спектакль «Укрощение строптивой». Как отметила режиссер, каждый актер максимально вжился в роль и показал настоящее мастерство. В этот раз такой эксперимент был. Я попробовала быть художником-постановщиком и художником по костюмам и режиссером. Мне очень сильно помог Гарри, художник. Без его рук мы бы ничего не сделали, ни по одному вопросу. Помогали очень хорошо профессионалы в ателье, которые исполняли. В общем, в целом по свету художник замечательный, изумительный. Хореографа мы пригласили очень талантливого, поэтому
все. Когда есть команда, все получается. «Голый король» – пьеса в 2 действиях Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Андерсона «Новое платье короля и принцессы на горошине». Эта история уже более 100 лет, но выражение «а король-то голый» осталось в устах народа. Оно употребляется, когда люди выдают за правду то, чего нет на самом деле. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.